Приветствуем! Сегодня погружаемся в очень интересный период 9-12 века в Центральной Азии. Да, здравствуйте. Это время, знаете, такое бурное. Точно, сплошные движения народов, каганаты взлетают, падают, этносы смешиваются. Вот на Алтае и Тяньшане как раз все кипело. И мы попробуем разобраться, как миграции кыргызов-кимаков, кыпчаков тогда влияли на общую картину. Да, посмотрим, что нам говорят источники. Опираемся на исследования. Ну что ж, начнем, наверное, с 9-10 веков. С кыргызов. Да, вот источники как раз говорят об усилении кыргызского государства на Енисее, и они пошли на Алтай. Совершенно верно. Экспансия была мощная. Они ведь вытеснили агузские племена, стали там, главными. И это, получается, запустило целую цепь цепочек дальше, да? Именно так. Заняв Алтай, кыргызы, можно сказать, создали условия для появления новых владений кимакских, кыпчакских. А там ведь еще жили потомки древних саков, скифо-сакских племен. Да, соге или сакарауки упоминаются. И шел процесс их ассимиляции, смешивания с тюрками. И ведь этноним сак, как говорят до сих пор, у кыргызов встречается в названиях родов. Да-да, есть такое. Сару, Кыпчак, Багыш, там следы этого этнонима можно найти. Интересный момент. Хорошо, а сами кимаки и кыпчаки, откуда они взялись? Там, кажется, версии разные есть, даже легенды. О, это очень сложный вопрос. Происхождение Кимако-Кыпчакского союза — это такой многослойный пирог. То есть, Ну, с одной стороны, это местные алтайские племена. Лесные Кухе, Агач-Эри, Канглы. Плюс остатки вот тех самых саков. понятно, местная основа. А с другой — пришельцы. С востока, например, уйгуры, которые бежали после разгрома их каганата. Так, И, что очень важно, заметную роль играли кыргызские племена. Вот тут интересно. в чем именно? Есть гипотеза, что кимакская аристократия, которая ассоциировалась со змеями, племя Каи, например. Да-да-да, помню, там и река Иртыш как бог кимаков упоминалась. Вот. Так вот, возможно, эта элита связана с кыргызским владением Иланчжоу. Это змеиный город в Западной Монголии. А, то есть змеиная символика — это не просто миф, а маркер происхождения верхушки, возможно, кыргызского. Вполне может быть. Это как раз показывает сложность их этногенеза. И вот эта сложность, она отразилась и в их структуре. Упоминается несколько владений. Да, Каркарахан, например. Говорят, обычаи там были похожие на кыргызские. Вот именно. Это Восточный Казахстан. И это еще одно указание на сильное кыргызское влияние или даже присутствие. Азы и киргизы там играли роль. А другие владения? Ондар, Аз, Кыпчак. Это, скорее всего, Центральный Казахстан, и название указывает на другие племена Онар, Ас, Кыпчак, которые пришли, видимо, тоже с востока, из Монголии. Хорошо, с этим примерно понятно. Давайте дальше. В 11-12 века. Новая волна миграций. Да, и связана она с каракетаями. Они пришли с востока и запустили новую цепочку перемещений. Описывается прямо цепь. Куныти снят Кавия, в Кавия неких шары, шары туркмен, туркмены огузов. Кто такие эти шары? А вот это очень интригующий момент. Есть гипотеза, довольно обоснованная, что шары — это и есть кыргызы. Кыргызы. Почему шары? В арабских источниках они ашшария. Возможно, это та часть кыргызов, которая бежала с востока от власти меркитов. И куда они двинулись? На Тяньшань. Потеснили оттуда агузов, туркмен и влились в состав карханитского каганата. То есть караханиды их принимали? Да, охотно. И кыргызов, и кипчаков брали на службу, охранять границы. Многие тогда и ислам приняли. И вот это все, получается, привело к новой консолидации. Уже на Тяньшане. Именно. Угроза со стороны Кара-Китаев стала таким общим вызовом. И уже в XI веке, об этом еще Махмуд Кашгари писал, складывается союз Союз кого с кем? кыргызов, кыпчаков и племени Ябагу. И опять кыргызы играют ключевую роль, объединяющую. То есть их имя снова становится важным. Да, этноним кыргыз в регионе Тяньшани и Алтая в это время становится своего рода политонимом, общим знаменем для разных племен, тех же канглы, шары и других, против общего врага. И это даже в эпосе «Манас» отразилось. Да, есть версия эпоса, вот, например, у Оксикенди, где описывается как раз этот период. Объединение племен,
создание правого и левого крыла войска для борьбы с каракитаями. Это показывает, насколько события были значимы. Что ж, давайте подведем итог. Мы проследили такой сложный путь кыргызов с Енисея на Алтай, их роль в формировании кимака-кыпчаков, потом новая волна миграции из-за каракитаев, и снова кыргызы как ядро консолидации уже на Тяньшане к концу XII века. Да, картина действительно сложная, динамичная. Миграция, ассимиляция, опять консолидация. Это ведь непрерывный процесс был. Один этап сменял другой. Конечно. И вот тут, наверное, главный вопрос для размышления остается. Насколько глубоко все эти события IX-XII веков, это постоянное смешение, взаимодействие народов, продолжают влиять? Ну, скажем так, отзываться в сегодняшней этнической, да и политической реальности Центральной Азии. Это, мне кажется, тема для отдельного разговора.